Фотография– это язык, говорящий на уровне эмоций. Причем язык этот достаточно сильный. Порой он вызывает такое волнение, такую бурю чувств, что человек в одних случаях начинает плакать, а в других громко и искренне от души смеяться. Фотографией можно рассказать историю не только одного конкретно взятого человека, но и целой семьи, целого рода, а порой даже и всего человечества. Фотография показывает нам мир таким, какой он был в ту секунду, когда был сделан снимок. И этот запечатленный мир остается с нами навсегда. Фотоконкурс «Абхазия в фокусе» официально был открыт 25 декабря 2019 года. В нем приняли участие более 80 человек из всех районов Абхазии и 7 городов России. Прием заявок проходил в 3 этапа. Третий – финальный. Идея провести большой конкурс среди любителей и мастеров фото возникла у заместителя начальника отдела молодежи и спорта администрации города Чимчира Фаины Кондратьевой. Цель конкурса – представить многообразную, удивительную картину современной Абхазии с помощью фотографий жителей и гостей республики. Мне пришла в голову такая идея, а почему бы не попробовать составить единую картину Абхазии вообще? То есть понять, какова Абхазия на сегодняшний день, какие люди, как мы живем, какие проблемы, какие заботы, в общем, наши плюсы, минусы. И вот эта идея, она начала потихонечку со временем вырастать во что-то большее. Сразу хочу сказать, что конкурс проходил и проходит в рамках отдела молодежи и спорта администрации Ачимчирского района. Итоги международного фотоконкурса были подведены 3 октября. В финале было выявлено 10 победителей в 14 номинациях, в таких как «Пейзаж в Абхазии», «Портрет», «Сюжет», «Национальный колорит», «Растительный мир», «Романтический пейзаж», «Натюрморт», «Репортаж и достопримечательности», а также «Анималистика». На самой церемонии мы наконец-то впервые встретились наяву с нашими конкурсантами. До этого общение было удаленным, скажем так. Мы наладили хорошие контакты, у нас появились новые проекты, и это была такая радость увидеться друг с другом наяву, просто обменяться улыбками, рукопожатиями, поздороваться и обменяться впечатлениями от конкурса. И тогда же на церемонии награждения мы объявили, что в скором времени ожидается новый конкурс, но пока еще не объявляли, чему он будет посвящен. И вот 1 ноября стартовал второй фотоконкурс «Абхазия в фокусе» из 20 в 21. Он ориентирован на жанр фотожурналистики. В его рамках участникам предложены различные номинации: новости, повседневная жизнь, окружающая среда, портрет современника и мобильная фотография. На первом конкурсе было много замечательных фотографий, но очень мало представлено репортажных, вообще практически не было новостных фотографий. Поэтому мы решили целиком посвятить второй конкурс жанру фотожурналистики. Но почему хотелось бы, чтобы присоединились и профессиональные фотографы, для того, чтобы показать миру, что у нас есть замечательные фотографы, которые могут делать вот такие фотографии, чтобы благодаря им и начинающие конкурсанты, начинающие фотографы учились, и чтобы у нас создалась галерея хороших, характерных, острых фотографий, которые мы сможем представить на выставке. Фотограф Эля Цишба вот уже более 10 лет занимается поиском красивых кадров, старается раскрыть красоту и величие человеческой природы. Она счастливая жена и мама 3 детей. Эля узнала о конкурсе от своего знакомого участника проекта Дамира Джопо. В итоге фотография «Солнышко», на которой изображена дочь Эли, была признана лучшей работой в номинации «Портрет» первого этапа конкурса. На нынешний второй конкурс «Абхазия в фокусе» из 20 в 21 девушка прислала вторую фотографию «Моя бабушка Леля Цишба». Насчет фотографии в Абхазии очень сложно, не пользуется актуальностью, нету никаких курсов у нас насчет фотографии, ни конкурсов, ничего, а у нас много фотографов в Абхазии, и все работают только в основном на свадьбах, и хочется еще и на конкурсах поучаствовать, еще где-то. И, естественно, я обрадовалась, когда узнала об этом конкурсе, и написала на почту, отослала несколько фотографий, участвовала во всех этапах.
В состав жюри фотоконкурса входят профессионалы в области фотографий и смежных областей искусства. Павел Волков, Тьерри Керкроак, Виталий Дженя, Инар Нормания, Амина Джонуа и Асида Ахуба. Каждый месяц именно эти люди будут подводить предварительные итоги с именами конкурсантов-лидеров рейтинга по баллам. Интернет сегодня в наше время такая необычная площадка, где каждый может выразить себя. И я хочу отметить, что, выражая себя и показывая свой внутренний мир сквозь призму фото, они прославляли нашу красивую Абхазию, нашу невероятную атмосферу. Да? Если даже это фото было не природа, то все равно стиль жизни, образ жизни, мышление, многие аспекты считывались с этих фотографий. Это, конечно, очень интересно. Считаю, что такие проекты необходимо поддерживать, потому что все-таки это прямая популяризация нашей страны. Благодаря данному проекту о нас узнают за пределами Абхазии. Не все же имеют возможность посетить нас и увидеть. Я считаю, что мы сделали уже какое-то важное дело. В общем, вот так вот, не знаю, красота и творчество все-таки объединяет и дарит счастье, любовь. И я думаю, что это обязательно нужно поддерживать. В мае 2021 года состоится выставка лучших работ первого и второго конкурсов «Абхазия в фокусе», на которой будут объявлены победители фотоконкурса и главный обладатель Гран-при. Наградой станут дипломы и памятные призы с символикой конкурса. Выставка пройдет при финансовой поддержке благотворительного фонда «Амшра». Сария Кварацхеля, Тимур Гугохи, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.